Один из этих дизайн-проектов Национального парка Ингушетии будет воплощен в жизнь. Фронт работ планируется масштабный. На более чем 100 гектарах земли разместят 7 различных по своей направленности зон. Спортивную, аттракционов, веревочную зону, ледовую арену. В общем, перечислять можно долго. Каким по итогу будет главный республиканский объект культуры и отдыха, выбирают сами жители региона, принимая участие в онлайн-голосовании. Такое решение было принято главой Ингушетии Махмудом Али Калиматовым. Благодаря этому парку мы сможем социально и психологически вывести народ на другой уровень. Плюс это туристическая привлекательность. Это будет дополнительный приток бюджетных средств. Третье – это дополнительные рабочие места, что в свою очередь экономически повлияет на наш регион. Так что я рекомендую всех наших жителей подключиться к данному проекту, проголосовать на сайте за park.06.ru за 2 дизайн-проекта, выбрать наиболее лучший проект, исходя из своего, скажем, заключения. Настоятельно рекомендую всем подключиться, изъявить, скажем, патриотическую свою гражданскую позицию. Для строительства семейного парка определен участок земли в районе 18-этажных домов при въезде в Магаз до Икажевского перекрестка. Эта территория считается водоохранной зоной, где капитальное строительство запрещено законом, а значит, парк – идеальный проект для этой местности. Кроме того, участок находится вблизи от федеральной трассы, что облегчает подъезд к нему со всех сторон. Как обустроен в целом парк. Парк, он уже будет одним из лучших в России. То есть одно даже слово «один из лучших в России» это привлекает. То есть меня как обывателя, как обычного жителя уже интересно посмотреть, что будет в итоге. Сегодня я лично езжу там в другие соседние республики, чтобы провести какое-то определенное свое время, потому что у нас таких аналогичных проектов нету. Вот я думаю, на сегодняшний день у нас через год появится такая возможность, мы будем ездить у себя на своей родине, так скажем, малой родине. В целом все, и там же будут парковые зоны, будут музеи, будут этнокафе, этноуголки, то есть где будут вывешены определенные, так скажем, касательно нашего национальных традиций и обычаев, то есть уголок именно национальный. Чтобы проголосовать, понадобится всего пару минут. Перейдя на сайт za.park06.ru, жители могут не только выбрать понравившийся дизайн-проект, но и внести свои предложения и дать название национальному парку. Уже проголосовали более 3000 человек. Каждый голос может стать решающим. Обращаясь к гражданам нашей республики, чтобы они проявили активность, чтобы они проголосовали за этот парк, потому что этот парк нам нужен. Он нужен, национальный парк, я говорю, это наше достояние будет. Это для нас большое достояние, это большой подарок для нашей республики. Это хорошо. Я призываю всех, сам буду голосовать, и буду голосовать. И всех призываю, чтобы они проголосовали. Сделать свой выбор может каждый вне зависимости от возраста. Фатима Гадаборшева также решила внести свой вклад. Внимательно просмотрев оба варианта, девушка выбрала первый дизайн-проект. Говорит, ледовая арена ее особенно впечатлила. Я мама 2 хоккеистов, поэтому оба проекта красивы, но первый проект прям очень запал в душу. И просто как маме мне очень приятно, что у меня появится новое место, куда можно выйти с детьми. На сегодня ведутся работы по доработке проекта. Национальный парк будет строиться на благотворительные средства в рамках оказания безвозмездной помощи Ингушетии. По словам главы региона Махмуда Али Калиматова, новый объект придаст дополнительный импульс для развития туризма без ущерба для окружающей среды. Голосование за лучший дизайн-проект национального парка продлится до 20 декабря. После подведения итогов будет определен вариант, который и ляжет в основу реализации. Малика Измайлова, Джамалил Султыгов, Новости 24.